Гости окунаются в настоящее историческое шоу. Артисты через призму времени показывают тернистый путь Ингушетии к самоопределению, национальной идентичности, к своей государственности, хронологию событий и мощный дух ингушского народа, его непоколебимую силу и веру в светлое будущее. Началось все с государственных гимнов России и Ингушетии. Перед стартом мероприятия к жителям и гостям республики с приветственным словом обратился глава региона. Махмуд Али Калиматов в своем выступлении подчеркнул, какой тяжелый и тернистый путь прошел наш народ, чтобы обрести свою государственность. Мы живем в исторический период, когда красота спасает мир. Отмечая столетие своей государственности, Ингушетия богата талантами и трудолюбивыми людьми, добросовестными тружениками, творческими личностями. Владимир Владимирович Путин, поздравляя нас с столетием образования Ингушской автономной области, отметил, что мы по праву можем гордиться именами и достижениями многих поколений своих земляков, вписавших яркие страницы в историю нашей страны. Их вклад в развитие науки, искусства, просвещение, их самоотверженная работа на благо Отечества достойны глубокого уважения. Сегодня на концерте мастера искусства дарят нам свое умение и талант, еще раз показывая, насколько прекрасна, великолепна, многообразна культура народов России. Реализуя национальные проекты, развитие Ингушетии создает важнейшую материальную и духовную основу для долговременного успешного развития. Сфера культуры в этом плане имеет огромное значение. Народные обычаи и традиции, музыка и танцы, этикет и одежда, песни и легенды, сказки и картины, кино и книги – все это служит воспитанию творческого человека. Вклад народной культуры неисчерпаем, и он во все времена будет обогащать каждого россиянина. Искренне хочу поздравить всех со столетием государственной Ингушетии, желая новых творческих высот и побед, мира, счастья, благополучия, процветания нашей родной республики, всем народам нашей России. Спасибо. На стадионе имени Дьякова развернулось большое театрализованное мероприятие, в котором задействовано 200 приглашенных артистов и творческих руководителей. Уместить столетнюю историю в один час. Такую задачу ставили перед собой организаторы, начиная с древних времен и до современности. Здравоохранение, спорт, промышленность, наука, туризм, IT-технологии и сельское хозяйство. Нет направлений, в которых бы не развивалась сегодня республика. Ведь все для этого в ней есть. И главный ресурс – это люди. Со сцены звучат патриотические мотивы. Артисты перевоплотились в народных героев, которые в разные исторические эпохи, не жалея жизни, силы и здоровья, строили и развивали родной край, жертвовали всем ради своей собственной, свободной и непоколебимой во все времена Ингушетии. Ты держись, мать, помолившись, ложись в кровать. Он приснится тебе живой, возвратившись с войны домой. Веками мы живем, передавая из поколения в поколение ценности народа, наш язык, культуру, обычаи и традиции. В основе этого лежит непомерный труд наших предков и современников, которые продолжают дело отцов, следуя их заветам. А 100 лет назад мы, наконец, обрели свою государственность. 7 июля 1924 года постановлением в ЦИК упразднили Горскую АССР, а на ее территории создали Северо-Осетинскую и Ингушскую автономные области и Сунжинский казачий округ. С днем рождения, Ингушетия! Поздравления в адрес любимой республики звучат от жителей региона. Они желают родному краю не терять свою идентичность и главные ценности, на которых веками опиралась и строилась наша государственность. Я бы хотел поздравить в первую очередь
все население Республики Ингушетии о таком мероприятии. Это столетие Ингушетии, это один раз в 100 лет, и поэтому я рад, что наши регионы сегодня очень сплоченные, дружные. Сегодня 28 сентября в Ингушетии знаменательный день, и не только для Ингушетии, но и для всех северокавказских республик, для всей России. Сегодня Ингушетия отмечает свое столетие образования своего государства. За эти годы пройдено очень много, были трудности, были радости. Это и Великая Отечественная война, и послереволюционное время, и страшное выселение ингушского народа в Казахстан. Через все эти трудности мужественно прошли ингушский народ, нигде себя слабыми не показали. Ингуши с Россией были, есть и будут, так же, как и все остальные республики Северокавказского федерального округа. С праздником вас, ингуши! Желаю здоровья, чтобы у вас все было прекрасно. Была здесь раньше и захотелось снова приехать в вашу процветающую республику и поздравить народ Ингушетии со 100-летним юбилеем. Это большой праздник. Я приехала позавчера и уже была в ваших красивых горах. У вас душевные люди. Я очень рада этому событию. Поздравляю вас. Сегодня столетие отмечаем. Я присутствую на данном мероприятии. Всего самого наилучшего, благополучия, мира и счастья, потому что ингушский народ, он братский нам. И мы вместе в далекие 40-е годы вместе были в изгнании, в депортации. И как и ингушский народ, так и карачаевский народ выживал и вернулся на свою историческую родину. И дай Всевышний, я хочу пожелать, чтобы через тысячелетия ингушский народ также отмечал свое тысячелетие вместе с нашими потомками, общими потомками, которые будут жить на Кавказе. Торжества в Сунже продолжались до позднего вечера. В культурном мероприятии приняли участие лучшие творческие коллективы не только нашей республики. С вековым юбилеем жители региона поздравили приглашенные артисты со всего Северного Кавказа, Южного федерального округа и ближнего зарубежья. Хади Добриева, Магаз 24.